Это «Крым Реалии», программа о том, как живет оккупированный Крым. Я Дмитрий Евчин. Он не прекратит голодовку. Делом Балуха запугивают крымчан. Процесс Балуха стал абсолютно показательным и несколько устрашающим. Признание под пытками. Руки у него тут поломаны, вот все такие бугорки. Я видела, как на свидание было. Как отбывают наказания украинцы, обвиненные в крымских диверсиях. Мусульманский батальон Исы Акаева. Как воевал на Донбассе Добробат, Крым. У нас одного человека ранило, один погиб. И одного легко ранило. Турецкое ноу-хау в реставрации. Мы нашли порошок абрикосовой косточки. Процессом микропескоструйной обработки убрали верхний темный налет. И крымские реалии в Бахчисарае. Это не реставрация. Реставрация так не делается. Суд Крыма подконтрольной России еще на полгода продлил арест Евгения Панова. ФСБ огласила украинца диверсантом, как и Андрея Захтея. Вовянина уже приговорили к 6 годам лишения свободы. Под пытками оба признали свою вину. О Панове в СИЗО Симферополя заботится больная мать. Захтея ждет на свободе жена и 2-летняя дочь. Мои коллеги поговорили с родными заключенных в Крыму. Обувь налито вот купила. Более уже не 45-й размер. Не очень легко найти, нашла. Она собирает передачу в тюрьму. Более 10 килограммов продуктов и одежды для сына Евгения. Все это из родной Запорожской области повезет в СИЗО в Симферополе. Одна, в 62 года, больная астмой Вера. Единственная в семье, кто не боится ездить на полуостров. Я стараюсь сейчас побольше с дома возить. Во-первых, наши продукты вкуснее, дешевле. И я лучше здесь буду деньги тратить, чем я там буду тратить. Стараюсь, чтобы витамины были, потому что там еда, которую есть вообще нельзя. Там все, всякие личинки, всякие мухи. Ее сыну Евгению 40 лет. Последние 1,5 года он за решеткой. ФСБ задержала его в августе 16-го. Обвинила в подготовке диверсий в Крыму. На оперативном видео детонаторы, якобы найденные в его авто. И признание самого Евгения в подготовке подрывов. Группа 2 частями 6-7 числа в составе 2 и 3 человек с помощью плавсредств были переброшены на территорию Республики Крым в район села Рисовое. Мне была поставлена задача прибыть в город Армянск для эвакуации части группы после выполнения задачи. По моей информации, должно было совершен быть подрыв военной техники вооруженных сил Российской Федерации. Она прожила на полуострове всего несколько месяцев вместе с мужем и ребенком. Поехали Крым поднимать. Но теперь туда не ногой. Ее мужа Андрея Захтея, как и Панова, объявили диверсантом и уже приговорили к 6,5 годам, причем строгого режима. Андрей признал свою вину под пытками. Сейчас я осознаю и оцениваю свои действия, что я непосредственно выполнял приказ военной разведки Украины, а непосредственно то, что мне о перевозке диверсантов и их груза по территории Крыма. Оксана рассказывает, мужа пытали в СИЗО. Говорили ему, что ее посадят как подельницу. Руки у него тут поломаны, вот все такие бугорки. Я видела, как на свидание было. Начали током и начали шантажом. Просто он не знал, что со мной. Они сказали, что они меня взяли. Я в подвалах тоже сижу, а малую отдали там в детдом. Яму копал. Как бы вывозили, копал яму для себя. Российские следователи и СМИ объединяют Андрея и Евгения в одну диверсионную группу. Но брат Евгения утверждает, мужчины даже не были знакомы. По сути, 2 разных человека, которые никак не были друг с другом связаны, их связали в это дело, они там познакомились. Евгений Панов родился и жил в Запорожской области. Работал водителем на атомной электростанции. В неспокойном 2014 году вступил в ряды местной самообороны. Затем год служил в АТО, а по возвращении помогал военным и жителям Восточной Украины. Летом 2016 года поехал на полуостров, чтобы вывезти оттуда украинскую семью, рассказывает его брат. Его похитили на административной границе с Крымом при попытке въехать в Крым. Российские ФСБшники дали ему трубой по голове, он потерял сознание и его вывезли. Это похищение.
Андрей Захтей родом из Львовской области. 6,5 лет отсидел за разбой и незаконное хранение оружия. Это данные сайта «Миротворец». После освобождения много лет работал в Москве строителем. С будущей женой познакомился в интернете. Вместе в 2016 году они переехали из Москвы в Крым строить новую жизнь. Оксана говорит, 90-е давно позади. Андрей изменился. Он любящий муж и отец. Уже после меня это уже все, он уже был такой домашний вообще. Пишут, что это там все Захтей, даже ребенка завел, потому что, для разведки, скажем, для прикрытия. Да, это все, чушь, конечно. Я хотела, что тепло там для дочки, климат. Андрей признал свою вину, отказался от адвокатов, а затем и от обжалования приговора, но никого не оговорил. Он пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший срок. На свободе, кроме жены, его ждет 2-летняя дочь. Большую часть жизни Саша не видела отца. То, что он решил, я его в этом поддерживаю. Потому что у нас ребенок, а ждать 20 лет, не знаю, но это тяжело. Дочка уже спрашивает: папа, показывает телефон, показывает фотографии. А где папа? А что мне сказать, где папа? Дело Евгения Панова до сих пор в суде. Он отказался от показаний, которые дал под пытками. Женю ломали, а сколько его заставляли поменять гражданство. Им обещают, что они будут там, где Сенцов. Такое они обещают. Он сказал: у меня гражданство одно, и я с ним и умру, если мне надо будет. Вера знала, что ей не позволят увидеться с сыном в СИЗО, только сделать передачу. Но все равно поехала в Крым, надеясь, что вскоре Женю обменяют, и он вернется домой. Там даже рядом, когда с СИЗО ходишь и смотришь на те окна, и мне кажется, что там за каждым окном, и там его лицо просто. Александр Шевченко, Евгения Назарова, Антон Номлюк для Крым Реалии. Батальон, в котором нельзя было выпивать и сквернословить, такие правила в добровольческом подразделении «Крым», установил его комбат Иса Акаев. Это его бойцы поднимали украинский флаг над Саур-могилой, а позже защищали Мариуполь. Почему правоверные мусульмане взяли в руки оружие, по каким законам воевали на Донбассе и как сейчас живет Иса Акаев после того, как его добровольческое подразделение крымских татар расформировали? Смотрите далее. Его называют легендой, потому что именно он возглавил крымских татар и пошел воевать на Донбасс. Несмотря на религиозные споры, кто на фронте христианин, а кто мусульманин, взял автомат в руки. Он воевал инкогнито и в балаклаве. Снял маску только тогда, когда с полуострова вывезли его семью. Теперь с женой и их 8 детьми живет в общежитии переселенцев из Крыма в Винницкой области. Есть здесь и молитвенная комната, где проводят намазы. Это помещение у нас для молитвы, как мечеть мы ее используем. Молельня наша. Вот в этом направлении мы молимся. В комнате у стола стоит учебная модель автомата Калашникова. Иса учит нас его разбирать. Рассказывает, за что любит этот автомат. Преимущество Калашникова в том, что в нем нет мелких деталей. И, допустим, в боевых условиях, там на поле, где грязь, слякоть, там его очень легко собрать, разобрать, почистить и привести в порядок. Сейчас вся семья спокойно обедает за общим столом. Жена и сын не хочет называть свое имя и во время интервью не смотрит в камеру. Она, как и муж, строго придерживается норм шариата. Лицо скрывает полностью, даже глаз не видно. В ее вере красота женщины только для мужа. Говорит, когда Иса отправился на войну, она не могла ни возразить, ни удержать. Конечно, переживаешь за него, за детей. А в общем, это лучше, чем равнодушие. Я придерживаюсь того, что мужчина должен что-то делать, а не сидеть дома просто молча. Они вообще не боялись. Это люди не боятся смерти. Это сразу видно по ним. То есть они, в принципе, не понимают, что это такое. Алексей Арестович весной 2014-го организовал лагерь подготовки добровольцев. Именно туда пришли первые 8 крымских татар будущего батальона «Крым». Они выделялись неторопливостью движений.
очень таким, да, очень спокойным, вальяжным, ироничным отношением к происходящему. Огромное терпение они демонстрировали. Это одна из религиозных доблестей в исламе. И в отличие от других, которые нервничали, дергались, давайте вот это, давайте быстрее, давайте вот то, а почему не учат этому, а почему? Эти спокойно шли по программе, когда мы готовили. Командир группы Иса Акаев до аннексии был обычным предпринимателем, продавал металл для строительства. Бизнес пришлось оставить. В первые месяцы, говорит Иса, казалось, что сразу после победы на Донбассе линия фронта дойдет до Крыма. Когда началось вот это все, я как бы рассчитывал так, я, скажу, как нормальный человек предполагал, так, надо сейчас сначала на материке порядок навести, а потом уже переключимся на Крым. Многие так думали. Никто же не думал, что так это все затянется и будет непонятно, что это. Крымчане, которые придерживаются норм шариата, создали уникальное подразделение. В его дневном расписании сразу предусмотрели все намазы, правильное с точки зрения религии питание и остальные каноны. Именно из-за религии это должен был быть отдельный батальон. Создать и легализовать его помог Алексей Арестович. Крым стал отдельной добровольной сотней полка «Днепр-1» со своими правилами. Учитывая специфику их образа жизни, а что такое, когда шариат предполагает определенное поведение, включая умывание, например, процедуру принятия пищи и так далее, им гораздо было удобнее действовать в составе отдельного подразделения для того, чтобы не нарушать каноны собственной религии. А для них это неприемлемо, мы же понимаем, да, они к этому серьезно относятся очень. Крымчанин Владислав стал первым немусульманином, которого приняли в эту семью. Но пришлось согласиться не только с нормами устава, но и порядками командира ИСы. У него не было вопросов там. Единственное, что говорит, у нас есть два условия, которые являются как бы так основополагающими для того, чтобы быть в этой группе. Не употребление алкоголя вообще и запрет на сквернословие. Таким смешанным составом Крым и штурмовал Саур-могилу вместе с 25-й воздушно-десантной бригадой. С горы их постоянно обстреливали боевики, вооруженные минометами, гранатометами и пулеметами. У врага было преимущество. Продолжать атаку было рискованно. У нас одного человека ранило, один погиб. И одного легко ранило. Мы скатились вниз. Все, разговор зашел о том, что возвращаться вообще. Потом я говорю, как это возвращаться вообще? Хорошо, командира ранило, что теперь, все? Нет, поехали вперед. Поднялись туда наверх. Такой плотный огонь был. К вечеру высота была уже под контролем украинской армии. И самое сложное было удержать позиции. По ним постоянно били артиллерией. Владислав вспоминает, тогда сомнений, с кем именно воюют, уже не было. Саур-могила сама по себе находится недалеко от российской границы. В принципе, вектор направления российской границы ясен, да? То обстрел мы фактически наблюдали вот именно по Саур-могиле, по нам это был с российской территории. Весной 15-го в батальоне «Крым» было несколько десятков человек. Это и мусульмане, и христиане. Когда командование приказало всем подразделениям, которые не входят в состав ВСУ или Нацгвардии, покинуть зону боевых действий, уйти пришлось и батальону «Крым». К сожалению, как сказали нам в Министерстве обороны, нет политической воли руководства страны, чтобы создать такое подразделение. Чтобы вопрос с халялем, вопрос с молитвой, вопросы эти все были учтены. Хотя, по большому счету, посмотреть, если, допустим, опыт многих стран, да, Британия, Америка, у них это все учтено, у них это, для них это не проблема. Иса очень скучает по Крыму, особенно по прогулкам по старым улицам Бахчисарая. Мечтает и верит, что еще съездит в Крым на море со своей семьей. В Крыму сейчас Россия. Анастасия Бабкова, Павел Холодов для Крым Реалии. Только преданность и настойчивость вернут Крым Украине, убежден влиятельный американский сенатор Роберт Портман. Он один из руководителей группы поддержки Украины в Сенате США. Версия Портмана «Как освобождать Крым» смотрите в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Действительно ли Крым все еще стоит на первых позициях на внешнеполитических советах США через 4 года после незаконной аннексии и оккупации его Россией? Да, мы обращаем внимание на Крым, и это должны делать и другие. Это то, что должен делать целый мир, включая ООН. Потому что это впервые, как мне видится, со времен Второй мировой войны, мы оставили такое действие без ответа. Мы и дальше должны быть жесткими. И делая это, мы даем хорошие шансы на успех по Крыму и для Украины в целом. Но также мы не создаем прецедент для другой агрессии, чтобы она не состоялась где-либо еще в мире. Вы настроены позитивно относительно того, что конфликт на востоке Украины будет решен быстро и мирным путем? Он будет решен благодаря преданности. Не только благодаря украинской армии, вооруженным силам и лучшему вооружению, которое они смогут использовать, но и с помощью остального мира, в частности, с помощью Европейского Союза и Соединенных Штатов. И мы должны стоять бок о бок с украинцами, так же, как мы стоим плечом к плечу, удерживая санкции в ответ на агрессию и незаконную аннексию Крыма. Я действительно думаю, что конфликт может быть урегулирован, но это не произойдет в условиях отсутствия настойчивости и преданности. Одна из вещей, о которых я говорю, когда езжу сейчас по Европе, и сейчас в Чешской Республике, и перед этим в Германии, мы должны бороться все вместе. И в этих условиях вероятность успеха выше. Прикосновение без прикосновения и никаких разрушений. Главный принцип работы турецких реставраторов. Сейчас они восстанавливают самую большую мечеть Стамбула. Мрамор высекают вручную, а стены мечети чистят специальным порошком из абрикосовых косточек. Мои коллеги сравнили реставрацию в Турции с тем, как оккупационные власти Крыма якобы восстанавливают уникальный ханский дворец в Бахчисарае. А на самом деле уничтожают 300-летние буковые балки и древнюю кровлю. Посмотрите, как должно быть и что такое настоящая реставрация. Это самая большая мечеть в Стамбуле – Сулеймание. Во дворе похоронены султан Сулейман и его жена-украинка Роксолана. Тут целый комплекс сооружений – обсерватория, гостиный двор, библиотека, школы, баня. Эта часть называется Тапхане. Это гостевой двор, тут гости могли останавливаться на несколько дней. Реставрируют уже 5 лет. Здесь много высоких колонн. Есть мансарда с прекрасным видом, которая называется Эйван. На сегодняшний день мы прилагаем все усилия, чтобы реставрировать этот комплекс подобно тому, как его построил Синан. Это Семра Сельбес-Аглу. Она архитектор и руководит тут реставрационными работами. 2 года назад здесь сделали сенсационное открытие, откопали неизвестную комнату и выяснили, что в ней лечились теплом. Тепло, исходящее из печи, проходило по этому кирпичному каналу по всей комнате, и дым уходил через вот этот дымоход. Это место было неким оздоровительным пространством, где больные, прошедшие лечение в больнице, восстанавливали свое здоровье. Так вот, больные преодолевали здесь какие-то свои болезни с помощью тепла. Это первое подобное сооружение, найденное на территории Турции. За полтысячелетия комплекс пережил больше 80 землетрясений. Но мечеть выстояла, хотя пострадали некоторые колонны. Они уже не могут удержать здание, поэтому их верхние части заменили. Но мраморные капители мастера высекали вручную, так как это делали столетия назад. Мы сняли эти поврежденные верхние части и точно из такого же мрамора воссоздали капители вручную, применив старинный метод ручного изготовления. Все снятые поврежденные капители мы установили под колоннами, над которыми они ранее стояли как музейные. А это уже Крым. Полгода большую ханскую мечеть уникального ханского дворца якобы спасают от разрушения. Всю зиму крышу защищал лишь вот этот полиэтилен, весь в дырах. Вода попадала внутрь здания. Из-за этого пострадали стены мечети, показывает нам активист Эдем Дудаков. Вот посмотрите, первое окно, которое сейчас здесь есть, вот оно. Это первое окно, в принципе, уже верхняя часть ее разрушена.
она в таком плане, видите, смотрите, и сверху стены полностью набухли. Они говорят, что они будут это все, штукатурку менять, будут перекрашивать, как они утверждают. Но, понимаете, это не реставрация. Реставрация так не делается. Работать на исторических объектах в Турции могут лишь архитекторы высшей квалификации. Реставрацию начинают только тогда, когда в плане пропишут каждый шаг специалистов. Потом его утверждает Министерство культуры. С ним же согласовывают все непредвиденные ситуации. Реставрация – это прикосновение, не прикасаясь, не уничтожая. В противном случае вовсе не стоит браться за это дело. Важно, чтобы фирма была с большим опытом в реставрациях и учитывала даже самые мелкие детали в процессе. А фирмы, которые проводят ремонтно-реставрационные работы в Бахчисарайском дворце, не имеют даже российских лицензий на такую деятельность. Речь идет о компаниях «Атта Групп» и «Керамет». Ростовский суд установил, что эти фирмы, не имея на то права, реставрировали другой объект в Крыму. Там строители обычные, насколько я знаю, прораб даже гастарбайтер из Узбекистана. Работал в Москве долгое время, вот теперь приехал реставрировать вслед за фирмой «Атта Групп», которая выиграла тендер каким-то образом. А они за год получили допуск на объект 16-17 века. С гостевого двора мечети Сулеймана не выбросили ни одной исторической детали. Вот эти двери все старинные, некоторые из них собирали из мелких деталей. Реставрировали целый год. Если их выкидывать, то этот объект будет уже новым, другим зданием и потеряет свою историческую значимость. Если есть пространство, выеденное насекомыми, мы заливаем его специальной жидкостью и ждем, чтобы насекомые вымерли. Затем достаем их оттуда и закрываем поврежденные отверстия. Затем поверхность дерева заново шлифуется и полируется, и дверь приобретает свой первоначальный вид. А вот так реставрируют деревянные детали в Бахчисарае. Все балки с крыши мечети просто срезали. Авторы так называемого проекта противоаварийных работ утверждают, мол, 90% древесины было повреждено. Но это неправда, доказывает нам Эдем Дудаков. В отличном состоянии. Его даже шашель не поел. Вот единственное небольшое гнилое место, вот оно, которое в принципе реставрируется очень легко. А эти вот, например, ну, я думаю, что вот они и есть 300-летние балки из бука. Вот на них еще известковый налет остался с тех времен. Их вымачивали. Вот здесь я даже не вижу гнилую часть. Ну вот, если даже она есть, она очень неглубокая. А турецкие реставраторы долго ломали головы, как бы отшлифовать потемневшие старинные стены. Ведь традиционное очищение песком повреждает структуру камня. Так что искали какой-то более мягкий материал. И нашли. Его используют в косметологии. Мы обнаружили порошок абрикосовой косточки. Выяснили, что есть фабрика такого порошка в городе Газиантеп и заказали оттуда. Так мы, использовав этот порошок, процессом микропескоструйной обработки смогли убрать верхний темный налет, и стены не подверглись повреждению. При стандартной пескоструйной обработке песок постепенно проникает в камень, и со временем там образуются трещины. Я бы хотела, чтобы весь мир отказался от этого метода пескоструйной обработки. А в Крыму о стенах позаботились совсем иначе. На северном фасаде трещина и плесень, началась эрозия каменной кладки. Крышу мечети хотят покрыть штампованной заводской испанской черепицей. А старинную, снятую со здания, сложили просто на улице. Пожалуйста, результат. Вот она пережила несколько поколений. Вот черепица, которая уже расколота. Вот она. Вот. И вот так она постепенно будет утрачена. До боли просто жалко, как они... Посмотрите, как они побросали эту всю черепицу. Даже не уложено. Это восточная стена ханской мечети. Строительные конструкции установили прямо в роспись XVIII века. Эту каллиграфическую надпись полностью реставрировали всего 16 лет назад. В ней речь идет о философской бесконечности времени и пространства. Но для самой каллиграфии время оборвалось. Ее верхнюю часть уже просто уничтожили. Александра Славина, Фируза Казанская, Салмия Бурштин, Артур Гасприн для Крым Реалии. Это была программа «Крым Реалии». Правда о том, что происходит в оккупированном Крыму. До встречи через неделю.